Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydu. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Баку с государственным визитом по приглашению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Строй почетного караула, государственные флаги двух стран – все подчеркивало особую значимость события. Руководителя нашей страны встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. По прибытии в город Баку президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил аллею почета. Место упокоения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Шавкат Мирзиёев возложил цветы к могиле великого государственного и политического деятеля. Отдав дань уважения его памяти. Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в построении и укреплении независимого Азербайджана. С его именем связана эпоха начала динамичного развития страны и укрепления ее авторитета на международной арене. В нашей стране хорошо знают Гейдара Алиева, который всегда придавал особое значение углублению дружественных отношений с братским узбекским народом. В Узбекистане широко отмечался его столетний юбилей. Были изданы почтовые марки, активно проводились различные культурно-просветительские и научные мероприятия. В Ташкенте открыта названная в честь общенационального лидера азербайджанского народа улица со сквером и памятным барельефом. А затем руководитель нашей страны посетил аллею шахидов в городе Баку. В этом мемориальном комплексе, расположенном в самом центре столицы Азербайджана, покоятся национальные герои, отдавшие свои жизни за свободу и территориальную целостность страны. Лидер Узбекистана возложил цветы на могилы и почтил память павших патриотов Азербайджана. А в резиденции Зугульба прошла торжественная церемония официальной встречи президента Республики Узбекистан, прибывающего в Азербайджанской Республике с государственным визитом. Лидер Узбекистана Шавката Мирзиёева с супругой тепло встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев. Караул фарагат! Солдан каршыламак үчүн! Караула! Ау! На площади перед резиденцией в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Главы государств обошли его. Салам, аскар.
Военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Затем главы государств поприветствовали членов официальных делегаций. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели переговоры в узком формате. Глава нашего государства поблагодарил президента Азербайджана за приглашение посетить с государственным визитом Баку и оказываемое теплое гостеприимство делегации Узбекистана. Президенты обменялись мнениями о дальнейшем расширении узбекско-азербайджанских многоплановых отношений стратегического партнерства. С удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне правительств, парламентов, регионов, аналитических кругов, внешнеполитических и других ведомств. В последние годы устойчиво растут объемы товарооборота между двумя странами. Количество совместных предприятий увеличилось в 4 раза. Успешными примерами стали проекты по сборке узбекских автомобилей, созданию шелководческих и текстильных кластеров в Азербайджане. По итогам бизнес-форума, состоявшегося в преддверии визита, был сформирован солидный портфель новых проектов кооперации и торговых контрактов на сумму $4,5 миллиарда. Лидеры Узбекистана и Азербайджана обсудили перспективу углубления промышленной кооперации в энергетике, машиностроении, металлургии, добывающей, текстильной, пищевой, электротехнической и других отраслях. В целях поддержки и продвижения совместных проектов подчеркнута важность эффективной деятельности созданной узбекско-азербайджанской инвестиционной компании. Особое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита. Отмечена необходимость наращивания грузоперевозок по среднему коридору, совместного развития логистической и портовой инфраструктуры. Президенты двух стран заявили о важности развития межрегионального сотрудничества, организации регулярных встреч хакимов областей для совместной выработки и продвижения новых проектов кооперации. Выражена обоюдная приверженность развитию культурно-гуманитарных обменов, практической реализации совместных программ в области образования и науки. Подчеркнута важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, киберпреступлениями. Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур. Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжились в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Открывая заседание, глава нашего государства отметил достигнутый за последние годы высочайший уровень стратегического партнерства Узбекистана и Азербайджана. Основой развития отношений двух стран выступают общая религия, духовные ценности, схожие традиции, язык и культура. Шавкат Мирзиёев также поздравил азербайджанский народ со столетним юбилеем выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева. Президенты высоко оценили итоги встречи в узком формате, а также прошедшего накануне бизнес-форума с участием ведущих компаний Узбекистана и Азербайджана. С удовлетворением отмечен динамичный рост торговли и промышленной кооперации. Указано на наличие всех возможностей для доведения товарооборота до $1 миллиарда в ближайшие годы путем замещения дорогого импорта из третьих стран доступной и качественной продукцией национальных производителей. В рамках развития промышленной кооперации президенты приветствовали твердые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, металлургии, добывающей,
машиностроительной, электротехнической, текстильной, строительной, агропромышленной и других отраслях. Для поддержки таких проектов отмечена важность активного освоения средств созданного совместного инвестиционного фонда. Выражена поддержка развитию межрегионального сотрудничества, в частности, установлению прямых контактов и регулярных встреч хакимов областей для продвижения новых проектов кооперации с учетом их промышленного потенциала. Стратегическое значение лидеры двух стран придали развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита. В прошлом году объемы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в 2 раза. Узбекская сторона намерена и далее наращивать грузовые перевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана. В данном контексте обсуждены меры по созданию совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, а также строительству складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран. Достигнут целый ряд других договоренностей, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей, в частности, о проведении Дней культуры и кино, встреч творческой и научной интеллигенции, молодежных организаций. В ходе заседания были заслушаны доклады сопредседателей межправительственной комиссии, министров транспорта и энергетики, глав внешнеполитических ведомств по повестке Дня переговоров. По итогам переговоров главы государств поручили подготовить ряд совместных дорожных карт и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиева в Азербайджан имеет очень огромное стратегическое, а также историческое значение. Последние несколько лет взаимоотношения между Узбекистаном и Азербайджаном укрепляются очень позитивной динамикой. К этому способствует несколько факторов. Узбекистан несколько лет назад, то есть с приходом к власти Шавката Мирзиева, вернулся в Организацию тюркских государств. Узбекистан – второе крупное тюркское государство во всем мире. Самое крупное тюркское государство – это Турция, потом Узбекистан. То есть только в одном Узбекистане проживает половина населения Центральной Азии. И в Кавказе единственное тюркское государство – это Азербайджан. Несколько лет назад Азербайджан вернул себе исконно свои территории, то есть Нагорный Карабах. Этот фактор, то есть этот феномен имел очень воодушевленное значение для всего узбекского народа. Узбекский народ очень позитивно поддержал возвращение Нагорного Карабаха. Сейчас Узбекистан там в знак нашей дружбы, в знак нашей поддержки строит некоторые проекты. Азербайджан и Узбекистан, они имеют исторические корни, а также одну идентичность. Мы все являемся представителями тюркского мира. Основатель узбекского языка Алишер Наваи в своем хамсе показал дружбу, а также любовь двух народов в лице Фархата, как узбекского парня, а также Ширина, красавицы из Азербайджана. И тем самым наше историческое значение никогда не прерывалось, но в эпоху локализма, то есть противоположность глобализации, пространство нас отделяло. Сейчас уже вступил эпоху глобализации. И самые крепкие союзы, самые устойчивые взаимоотношения формируются на базе общих, схожих или одних идентичностей. Мы, то есть Узбекистан и Азербайджан, являемся представителями одного мира, тюркского мира, мусульманского мира. И эти факторы имеют огромное и очень ценное значение. И тем самым визит Шавката Мирзиева призван способствовать нашему еще большему укреплению в наших взаимоотношениях экономических, политических, культурных, геополитических и геоэкономических, а также геоидеологических.
Salam uşaqlar. Salam, necəsiz? Salam aleyküm. Salam. Salam, salam. Salam aleyküm. Salam. Salam, salam. Tamam. Tamam. Güllər var, çiçəklər var. Salam. Salam balalar, salam. 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 Xoş gəldiniz. Bax uşaqlar, bu məktəbi mənim qardaşım hörmətli Şəfqət Miramonoviç Füzuli şəhərinə hədiyyə eləyib. Və xahiş edirəm ki, mənim qardaşımı biz səmiyyətlə salamlayaq. Mən də icazənizlə sizi burada olan müəllimlərimiz, şagirdlərimiz, valideynlərimiz adından siz cənab prezidentlərimizi salamlayırıq və bu möhtəşəm məktəbdə sizləri görməkdən qürur duyuruq. 30 il öncə 26 yaşında tutan adam mən bu şəhərin sakini kimi və eyni həmin tarixlərdə elə demək olar ki, bir gün fərqi var. O tarixlərdə də bura qayıtmışıq. Bu anları bizə yaşatdığınıza görə ilk öncə sizə təşəkkür edirik. Qalib ordumuza minnətdarıq. Və bu gözəl məktəbi bizə tikib bəxş etdiyinə görə Özbəkistan Prezidenti Cənab Şəfqət Mirzəyevə və onun timsalında Özbəkistan xalqına minnətdarıq. Və sizdən də xahiş edirik ki, bizim Füzuli sakinlərinin bu minnətdarlığını öz xalqınıza, Özbək xalqına çatdırın. Və biz pedaqoji kollektivin üzvləri birlikdə sizləri əmin edirik ki, bu məktəbdə təhsil alacaq şagirdlərin gələcəkdə yüksək bilik bacarığa, eyni zamanda milli mənəvi dəyərlərə sahib bir vətəndaş olaraq, gənc olaraq yetişməsində var qüvvəmizlə çalışacaq. Sizə minnətdarıq, çox sağ olun bir daha. Sağ olun, sağ olun. Məktəbin adı Mirzə Ulubəy şərəfinə verilib. Əmir Teymurun nəvəsi. Bəli, Əmir Teymurun nəvəsi Özbək xalqının böyük oğlunun adına verilib. Və bu məktəb Özbək-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının bir mərkəzi olacaq. Bəli. Təşəkkür edirik. Təşəkkür Özbəkistan Prezidenti, təşəkkür Özbək xalqı.
рамках популяризации Диярбакыра ряд журналистов из балканских стран и тюркских республик приняли участие в программе, организованной Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. Как президент медиагрупп «Туркель», базирующихся в Бишкеке и Алматы, Хукума Халилова также приняла участие в этой программе. Группа журналистов за 3 дня посетили ряд исторических, культурных, сакральных и экскурсионных мест региона. Действительно, Диярбакыр отличается от других регионов Турции. Представляем вашему вниманию репортаж о поездке в Диярбакыр, который подготовила медиа «Туркель». Ичкале, историческая самобытность которого была выдвинута на первый план благодаря реставрации и культурно-ландшафтным работам, завоевала признание нас, журналистов. Затем с проектом зоны отдыха в долине Диджле, реализованным на территории площадью 33 гектара на склоне горы Кырклар, которая расположена на территории, где находится мост Öngözlü и считается священным мавзолеем, Диярбакыр получил очень нужную зеленую зону. Район Диджле является тем районом, в котором за всю историю проживало множество цивилизаций, привлекает внимание своей исторической фактурой. Можно сказать, что Диярбакырский Диджле очень богат местами для посещения. В то же время район, который находится в 90 километрах от центра города Диярбакыр, содержит остатки исторического прошлого региона. Данные об историческом прошлом округа Диджле стали поступать с 1515 года. На тот момент регионом правили беи. В 1951 году название района было изменено с Игил на Диджле. Также утверждается, что первое известное название региона было Пиран. В Диярбакыре состоялась стартовая встреча программы «Крылья Востока». В ней приняли участие национальные и международные общественные объединения под руководством Министерства культуры и туризма Турции. В рамках нее мы сможем получать информацию как на курдском, так и турецком языках. Мы будем знакомиться с курдскими книгами, смотреть курдские фильмы и подпевать курдские песни. Губернатор Диярбакыра Минюр Каралуглу заявил, что они будут вносить свой вклад в программу как губернаторство и муниципалитет. Наш самый важный вклад как столичный муниципалитет заключается в том, что мы подпишем протокол о совместной публикации с Главным управлением библиотек Министерства культуры и туризма. Как министерство и столичный муниципалитет Диярбакыра мы опубликовали эти работы на курдском и турецком языках. Надеюсь, что с протоколом, который мы подпишем, мы сможем опубликовать как уже изданные когда-то, так и совместные публикации министерства и нашего муниципалитета из нынешних, чтобы охватить больше людей. Заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Ахмед Мизбаб Демирджан в рамках программы продвижения «Крылья Востока» в Диярбакыре заявил медиагруппе «Туркель»,
что они реализовали услуги, которые были мечтой 20 лет назад. Демиркан сказал, эти действия, которые являются самой сутью нормального, были, к сожалению, мечтами 20 лет назад. Мы пришли к этому дню с большим цивилизованным мужеством и решительными шагами, и правда на земле и в небе, силой которую мы черпаем из корней нашей цивилизации. Губернатор Диярбакыра Минюр Каралоглу отметил следующее. В нашей программе как государство и как нация мы будем слушать официальные сообщения на курдском и турецком языках, продвигать книги на курдском языке, смотреть фильмы на курдском языке, сопровождать курдские песни. Столичный муниципалитет Диярбакыра, Центр культуры и конгресса Сизай Каракоч и кампус университета Диджле был организован университетом Диджле в партнерстве с Турецким историческим обществом и начнется с групповых встреч под названием «Три звезды Востока». В этом контексте в Диярбакыре один за другим реализуются проекты, объединяющие природу и историю. Места, которые нужно обязательно посетить в Диярбакыре. Улу мечеть Диярбакыр, исторический Хасан Паша ин Сюлюклюхан, четвероногий минарет, замок Диярбакыр и Козий бастион. Гюзлю мост. Мечеть пророка Сулеймана и гробницы 27 мучеников. Музей Джахита Сыдхы Таранчи. Литературный музей Ахмета Арифа. Диярбакырский археологический музей. Дом Диярбакыр Дингбедж. Дом культуры Диярбакыр. Особняк Джамиля Паши. Музей Зия Гакалб. Особняк Искендер Паша, церковь Святого Георгия, церковь Девы Марии, особняк Гази Восточный дом, долина Диджле. Почти все места в списке находятся в Суручи, и до них можно добраться пешком. Улу Джами Анатали в Диярбакыре. Улу мечеть Диярбакыр известна как самая старая мечеть. Она была образована в 639 году арабами-мусульманами, господствующими в Диярбакыре, путем превращения оставшейся от армян церкви Мартома в мечеть. Мечеть неоднократно ремонтировали в 1091 году. Сначала по просьбе великого сельджукского султана Меликшаха, а затем в разные периоды. После пожара и землетрясения 1115 года все украшения камни на колоннах были уничтожены. Улу Джами также считается пятым священным местом ислама после Каабы, Равза и Мутахара. Масджид и Акса сирийской дамасской мечети, Амиядов соответственно. Еще одной особенностью мечети является то, что здесь находятся солнечные часы, работа известного ученого Аль-Джазири, которого считают отцом кибернетики. Исторический Хасан Паша хан. Хасан Паша Ин – это историческая гостиница, расположенная на улице Гази напротив восточного входа в Улу Джами в Диярбакыре. Как следует из двух надписей на гостинице, она была построена между 1572 и 1575 годом.
Визирсаде Хасан Пашой, сыном Сокулу Машхет Паши, который был третьим губернатором после того, как Диярбакыр был взят османами. Сейчас это самое популярное место для завтрака в Диярбакыре. Четырехногий минарет и мечеть Шейх Мутахар. Он был построен на земле, где находится гробница шейха Мутахара и известен своим четвероногим минаретом. Сооружение, построенное в виде 4 углов на монолитной каменной колонне, является единственным образцом четырехногого минарета ван. 4 ноги символизируют 4 течения ислама. Согласно поверью, желание человека 7 раз прошедшего под колоннами исполняется. Десятиглазый мост. Он расположен на юге Суричи. Мост длиной 178 метров и шириной 5,6 метров. Имеет 10 пролетов и называется мостом 10 глаз. Это хорошее место для отдыха у реки Диджле. Мечеть Сулеймана и гробницы 27 компаний. Мечеть, расположенная рядом с музеем и выходящая на парк Сулеймана, представляет собой небольшое, но духовное место. Оно также напоминает нам, что города Диярбакыр и Шанлаурфа участвуют в гонке за город пророка. Музей Джаид Сичит Таранчи, дом, в котором поэт провел детские годы, превращен в музей, а посередине есть дворик, где можно отдохнуть и выпить чай, кофе. Он также является соседом дома Ахмета Арифа. Замок Зирзиван является одним из самых известных сооружений провинции Диярбакыр. Этому сооружению, сохранившемуся до наших дней, примерно 3000 лет. Это здание, которое использовалось для военных поселений во времена Римской империи и распространилось по обширной территории. В то же время это сооружение принимало в истории множество империй. Замок Зирзиван расположен в районе Демирелчек, в районе Чинар, провинции Диярбакыр в Турции. В то же время этот замок, расположенный между Диярбакыром и Мардином, принимает множество местных и иностранных туристов. Он стал центром внимания, особенно для людей, которые хотят познакомиться с историей и любят посещать исторические здания. Зирзиванский замок является одним из мест, которые ежегодно посещает в среднем 1 миллион человек. Диярбакирский археологический музей. Полезно включить его в список для тех, кто любит посещать музеи. Хотя он и не такой всеобъемлющий и тщательно подготовленный, как музей Газиантеп-Зевукма, археологический музей Шанлы-Урфа или археологический музей Антакии – это хороший опыт, чтобы увидеть некоторые артефакты людей, которые жили в этом регионе 1000 лет назад. Также в этом районе есть кафе и офис губернатора, так как это одно из популярных мест для фотосъемки жениха и невесты на открытом воздухе. Снаружи может быть толпа. Мы также посетили базары Диярбакыра. Товаров было много, но дорого.
olasın, haram olasın. Cani cani cani, işte meydanı. Neredesin hani, neredesin hani? Nereden? Gelen olmadı, sen gitsin gibi, güneşim hiç doğmadı ya. Sen gitsin gibi, güneşim hiç doğmadı ya. Takatim kalmadı, sabrım tükendi, bir derdime bin dert, keder eklendi. Saat 5'e 10 var, davulcuma da bilmiyor. Yar bana dağlar, taşlar bile ağladı, kar yana